Гронья родилась в 1530 году в замке на острове Клэр в графстве Мэе. Ее род был известен еще до прихода норманнов в 1172 году. Семейный девиз «Terra America Potens» – могущественные на суше и на море. Корабли Гроньи торговали с Шотландией, Францией, Испанией и Ливией. В 1566 году Гронья подошла к дверям замка Рокфлит и сделала предложение выйти замуж за Железного Ричарда Берка, названного так потому, что он разрабатывал месторождение железной руды. В 1558 году Железный Ричард, помогая своему отцу Дэвиду в борьбе со вторым графом Кланрикардом, которого также звали Ричард Берк, повел в бой 1200 шотландских гологласов, наемников. Шотландцы часто сражались здесь с англичанами. Вся Шотландия, Ирландия и остров Мэн составляли единое целое, называемое Гелтахт, Гейлтект, или родина гельского языка, культурно объединенная бардами и поэтами. Они путешествовали по всем трем странам, прославляя свою музыку и поддерживая языковое единство. Железный Ричард был благородным человеком. Но Ричард Берк, второй граф, был из другого клана. Он был развратен, как и его отец Улик, Череп Берк, первый граф. Известный своей жестокостью, отец принял английский титул от Генриха VIII по процедуре сдачи и возврата. Таким образом, он стал протестантом. Ричард Саксанах, или Саксон, так называли второго графа местные жители. Они осуждали нелояльность семьи к Ирландии. Улик имел потомство от 3 жен и других женщин. Как бы то ни было, в конечном итоге вторым графом стал его сын Ричард, у которого также было много жен и наложниц, обедневших гельских женщин, в основном живших в одно и то же время. Он отказался от своей первой жены, матери законного сына. Он обвинил ее, женщину высокого происхождения, в колдовстве. Он и его отец не придерживались гельских брехонских законов, которые не допускали использования дочерей в качестве объектов. В 1567 году граф, находясь в пучине морального разврата, добивался от королевы Елизаветы пожалования земель, отобранных у подавленных религиозных орденов. В 1584 году губернатором Каннахта был назначен сэр Ричард Бингем. Бингем считал, что ирландцев нельзя было укротить словами, только мечом. Натравливание английских армий на безоружных мирных жителей было колониальной практикой. Бингем вел тихую, но кровавую войну, уничтожая гельскую цивилизацию в провинции в течение 30 лет. В 1593 году он арестовал 2 сыновей Гроньи, Теобальда и Мура, а также ее сводного брата, Донала Волынок, музыканта. Гронья подала прошение королеве Елизавете I. Тогда Бингем, опасаясь, что против него выдвинуто обвинение в убийстве, бежал в Англию. Гронья совершила историческое путешествие, переплыв Темзу, чтобы встретиться с Елизаветой, правившей Англией после смерти Генриха в 1547 году. Обе королевы общались на латыни, их единственном общем языке.